Все, что? Начинаем? Добрый день, уважаемые педагоги Республики Коми. Мы приветствуем вас на вебинаре, который посвящен рассмотрению особенностей проведения конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 году. Мы рады приветствовать всех, кто сегодня подключился к данному вебинару. Сразу хочу внимание обратить, что в рамках вебинара мы рассмотрим 3 важных вопроса. Первый вопрос – это нормативно-правовое регулирование конкурса в этом году, а именно мы более детально рассмотрим процедуру проведения конкурса на присуждение премии лучшим учителям. Второй вопрос будет посвящен представлению требований к оформлению документов. И третий вопрос будет вам представлен именно с точки зрения рассмотрения условий участия в конкурсе педагогов нашей республики и отражение в информации, которую вы будете представлять именно как педагог, который будет принимать участие в конкурсе, информации о профессиональных ваших достижениях. Уважаемые коллеги, у нас работает сейчас чат. Вы в течение вебинара внимательно слушаете наших выступающих, и, уважаемые коллеги, у вас есть возможность задать всем выступающим вопросы, которые касаются особенностей проведения конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Я очень надеюсь, что вы будете сегодня активными педагогами, и мы сможем в конце ответить на все вопросы, которые будут вас интересовать. Итак, уважаемые коллеги, я буду работать вместе с вами на основе презентации, которую мы для вас подготовили. Данная презентация тоже будет в открытом доступе, и я очень надеюсь, что она будет хорошим для вас инструментом с точки зрения подготовки всех материалов, которые вам необходимо будет представить на данный конкурс. Но начнем мы с очень важных вопросов. Конечно, мы с вами рассмотрим идеологию конкурса. Сразу хочу внимание обратить, что именно в этом году конкурс приобретает новое идеологическое звучание. Прежде всего, конечно, именно данный конкурс, он рассматривается в аспекте уже реализуемого национального проекта образования. Сегодня особенно важно поддержать лучших педагогов, сформировать активное педагогическое сообщество. Мы должны вместе с вами выявлять лидеров профессионального сообщества. Поэтому, конечно, очень важно, что именно данный конкурс, он напрямую содержательно связан с вводимой национальной системой учительского роста. Конечно, хочется внимание обратить на нормативно-правовое регулирование конкурса в 2019 году. Я уже сказала, что конкурс имеет очень важное идеологическое звучание. Хочу внимание обратить, что начиная с этого года Указ президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года номер 679 представил всю нормативную основу для введения новых процедур, которые направлены на поддержку лучших учителей. Указ носит наименование о премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Поэтому, уважаемые коллеги, очень важно, что на основании именно указа президента Российской Федерации уже правительство Российской Федерации представило правила проведения конкурса в своем постановлении, которое тоже представлено на слайде. Оно звучит так: о премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. И уже на основании, я внимание обращаю на эту очень важную позицию, на основании указа президента, постановления правительства Российской Федерации, уже каждый субъект Российской Федерации
принимает решение о проведении конкурса на присуждение премии лучшим учителям. В нашем случае это приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 22 апреля 2019 года. Мы с вами осознаем, что действительно сегодня указ президента Российской Федерации, он определяет государственную политику, которая направлена на поддержку лучших учителей, которые сегодня являются действительно педагогами, лидерами, экспертами, которые заявляют о себе на различных уровнях, как на региональном уровне, на федеральном, так и на международном. Но я хочу внимание обратить на очень важный для нас аспект, что конкурс имеет традиции. Я внимание обращаю, что цель конкурса, она осталась неизменной. И уже более 13 лет конкурс проводился как на федеральном уровне, так и на республиканском. И цель конкурса всегда очень важная. Это стимулирование учителей к совершенствованию преподавательской, воспитательной деятельности, развитие их творческого и профессионального потенциала. Но сегодня я внимание обращаю, что если все-таки ранее рассматривались материалы все именно в рамках конкурсного движения, то сегодня все материалы педагогов, о которых мы будем говорить чуть позже, рассматриваются именно как материалы, которые представлены все-таки именно на премию лучших учителей. И я внимание обращаю, что наша республика всегда очень активно заявлялась на конкурс. Посмотрите, пожалуйста, что общее количество заявок, которое принято почти за 13 лет, это 1133 заявки, и у нас есть победители. У нас есть 367 учителей, которые стали победителями на федеральном уровне. Хочется внимание обратить, конечно же, на особенности проведения конкурса в этом году. Итак, уважаемые коллеги, в указе президента, в постановлении правительства Республики Коми отмечается, что сумма премий каждому педагогу-победителю в этом году 200 тысяч рублей. Эта сумма не подлежит налогообложению. Данная норма распространяется на получателей премий только начиная с 2019 года. Вы видите на нашем слайде информацию о внесении изменений как раз в предыдущее постановление правительства Российской Федерации. Внимание обращаем на количество премий. Приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 11 марта 2019 года номер 108 утверждено количество премий лучшим учителям именно в контексте выделения квот каждому субъекту. Здесь я хочу внимание обратить, что общее количество премий на уровне Российской Федерации в этом году 1000. Количество премий для Республики Коми 6. По итогам конкурсного отбора в соответствии с квотой первые 6 участников, победителей в общем рейтинге участников становятся победителями федерального уровня. И они получают размер премии, вы видите, они получают 200 тысяч рублей. А 6 последующих участников, которые занимают в рейтинге последующие 6 позиций, это уже победители, которые тоже поощряются премией, но за счет уже бюджета Республики Коми. Им перечисляется сумма 150 тысяч рублей. А кто же в этом году может стать участником конкурса? Я хочу внимание обратить, что, конечно, участником конкурса становятся учителя.
Но, конечно, важно внимание обратить, что в конкурсе принимают участие учителя со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет. Основным местом их работы является образовательная организация, которая реализует образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Выдвижение учителей для участия в конкурсе производится с письменного согласия, которое поступает в орган управления образовательной организации от заявителя. Я хочу внимание обратить, и мы с коллегами будем готовы ответить на эти вопросы, что в вашей трудовой книжке должно быть обозначено, что ваша должность – это именно учитель. То есть она рассматривается именно как самостоятельная должность. И хочу сразу прокомментировать, что не имеют права на участие в конкурсе преподаватели организаций среднего профессионального образования, преподаватели основ безопасности жизнедеятельности, потому что если у вас в книжке трудовой отмечается, что вы преподаватель, то, к большому сожалению, нашему, по крайней мере, в этом конкурсе на получение премий вы не можете участвовать. Я понимаю, что у вас могут возникнуть различные вопросы, но сразу хочу внимание обратить, можно предыдущий слайд, что организаторами конкурса на уровне республики является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Мы вам продемонстрировали приказ, на основе которого вся процедура, она сформирована на основе основных 4 принципов. А вот научно-методическое, организационно-методическое сопровождение осуществляет наш институт, Комреспубликанский институт развития образования. И вот если мы говорим именно об участниках, я сразу хочу внимание обратить, что основными принципами конкурса является гласность, открытость, прозрачность всех процедур и обеспечение равных возможностей участия в нем каждого педагога нашей республики. Педагога, а точнее именно учителя. В этой связи, конечно, я хочу внимание обратить на конкурсную комиссию. Мы вам уже представили приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, в котором очень подробно представлена вся процедура проведения конкурса, а также представлена конкурсная комиссия, которая сформирована на основе рекомендаций, полученных от Министерства просвещения. Итак, для обеспечения проведения конкурса на уровне Республики Коми создана конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии сформирован в соответствии с правилами проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. В состав конкурсной комиссии входят руководители образовательных организаций в количестве не более 1/4 от общего количества членов конкурсной комиссии, представители профессиональных объединений работодателей, а также представители общественных объединений, которые осуществляют свою деятельность в сфере образования. Это тоже не более 1/4. И еще одна составляющая нашей комиссии – это родители, законные представители обучающихся образовательных организаций, которые тоже составляют не более 1/4 от общего количества членов конкурсной комиссии. В составе конкурсной комиссии у нас 24 человека. Вы можете познакомиться с составом конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии представлен в приложении к приказу от 22 апреля 2019 года номер 418. В чем же заключаются полномочия конкурсной комиссии? Конкурсная комиссия устанавливает процедуру проведения конкурса в соответствии с рекомендациями, которые получены от Российской Федерации, определяет максимальный балл до 10 баллов по каждому из условий участия.
конечно, осуществляет проведение конкурсов, то есть прием документов, регистрацию, техническую экспертизу конкурсных документов, экспертизу конкурсных документов, то есть содержательную экспертизу. Формирует рейтинг участников конкурса и определяет победителей федерального и республиканского уровней. И очень важно, направляет перечень победителей федерального и республиканского уровней на рассмотрение в Министерство образования и науки, молодежной политики Республики Коми, для того, чтобы уже впоследствии направить данную информацию о победителях федерального уровня в адрес Министерства просвещения. Уважаемые коллеги, если кто-то уже работал с материалами, то, наверное, вы внимание обратили на сроки проведения конкурса. Итак, 16 мая начинается первый этап. Он продлится до 27 мая. Обращаем внимание, мы даже обозначили в процедуре проведения, что завершается прием конкурсных заявок, их регистрация и техническая экспертиза в 16:00 по московскому времени 27 мая. С 28 мая по 21 июня начинает работу конкурсная комиссия, а именно начинается отборочный этап, проводится экспертиза конкурсных документов. И не позднее 5 июля, то есть такой дедлайн мы определяем в наших официальных документах, направляется перечень победителей конкурса Министерства просвещения Российской Федерации. Уважаемые коллеги, я очень рада, что сегодня вы имеете возможность получить полноценную содержательную информацию на сайте нашего института. Мы обращаем внимание, что в разделе «Деятельность», в разделе «Конкурсы» для педагогических работников сегодня представлена вся информация о данном конкурсе. И, конечно, очень важно, чтобы, уважаемые коллеги, вы начали работать с сайтом профессиональный конкурс. Этот сайт начал работать уже год назад, и он более удобен для вашей работы. Есть возможность задать какие-то вопросы на основе тех материалов, которые, уважаемые коллеги, представлены на нашем ресурсе. Итак, уважаемые коллеги, два ресурса: и сайт института, и сайт профессиональных конкурсов, который сопровождает тоже наш институт. Уважаемые коллеги, я очень рада, что мы вместе с вами рассмотрели нормативно-правовое регулирование конкурса в этом году. Если какие-то есть вопросы в чате по данному направлению, я готова ответить. Но мне говорят, что вопросов не поступает, поэтому, уважаемые коллеги, я предлагаю перейти к следующим вопросам. Вместе со мной сегодня будут работать Лапшина Елена Александровна, методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности. Лена Александровна представит вам вопрос требований к оформлению документов. И к нам подключится Торлупова Наталья Геннадьевна, кандидат педагогических наук, эксперт конкурсной комиссии, старший методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности. Наталья Геннадьевна более подробно расскажет об условиях участия в конкурсе и более детально, наверное, вместе с вами обсудит те материалы, которые вы должны представить на конкурс присуждения премий лучшим учителям. Уважаемые педагоги, я очень надеюсь, что Республика Коми будет активно принимать участие в новом конкурсе, который направлен прежде всего на поддержку лучших учителей. Я внимание обращаю, что все-таки мы говорим о присуждении премий за вашу активную профессиональную позицию, поэтому очень надеюсь, что на уровне Российской Федерации мы сегодня можем представлять лучших педагогов, которые уже впоследствии, в октябре, в ноябре, будут участвовать в мероприятиях, которые проводит уже Министерство просвещения именно с лучшими учителями. Уважаемые коллеги, благодарю вас, и я передаю слово Елене Александровне Лапшиной.
Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать на нашем установочном вебинаре. И сейчас я более подробно остановлюсь на первом этапе конкурса. Заявочный конкурс. Я озвучу требования к документам, которые вы должны представить в конкурсную комиссию. Итак, в ходе первого этапа учитель на участие в конкурсном отборе предоставляет конкурсную комиссию следующие документы. Первый документ – это представление заявителя по форме согласно приложению номер 1 к положению о конкурсе. Обратите внимание, что в представлении подпись заявителя заверяется подписью руководителя образовательной организации и печатью. В том случае, если заявитель является руководителем образовательной организации, его подпись заверяется начальником муниципального органа управления образованием. Итак, на представлении должно быть 2 подписи и, соответственно, 2 печати. Обратите на это внимание. Напоминаем, что выдвижение учителей для участия в конкурсе производится с их письменного согласия с заявителем, то есть коллегиальным органом управления образовательной организацией. Это может быть совет образовательного учреждения, попечительский совет, общее собрание, педагогический совет или иные органы самоуправления, предусмотренные обязательно уставом образовательной организации. К представлению заявителя прилагается выписка из решения коллегиального органа управления образовательной организацией о выдвижении учителя. Итак, следующие документы, которые должен участник представить. Это копия документа об образовании учителя, заверенная руководителем образовательной организации, и заверенная руководителем образовательной организации копия трудовой книжки. Здесь тоже обратите внимание, если фамилия участника в дипломе не совпадает с фамилией в копии решения заявителя, необходимо приложить документ о смене фамилии. Это или свидетельство о браке, или копия первой страницы трудовой книжки, где отмечено, что изменена фамилия. Так, следующий документ. Информация о публичной презентации общественности и профессиональному сообществу. Итак, участник конкурса в обязательном порядке должен провести публичную презентацию результатов своей деятельности перед общественностью и профессиональным сообществом. Содержанием презентации может быть как общий отчет о профессиональных достижениях, так и отдельное инновационное направление деятельности учителя. В качестве профессионального сообщества могут выступать члены методического объединения, педагогические работники, участники семинара или конференции. В качестве представителей общественности могут быть родители, работодатели, журналисты, члены общественных организаций. Информация о публичной презентации общественности и профессиональному сообществу представляется в виде заверенной справки, подтверждающей проведение учителем публичной презентации по форме согласно приложению номер 2 к положению и выписки из протокола о проведении данного мероприятия. То есть необходимо представить 2 документа. Это справка и выписка из протокола о проведении мероприятия. Учитель размещает материалы публичной презентации, а это текст выступления обязательно и, возможно, презентацию о результатах педагогической деятельности в сети интернет. Это может быть сайт образовательной организации или сайт управления образования или на своем личном сайте. Обратите внимание, что публичная презентация – это не информация о профессиональных достижениях, что бывают случаи, что участник размещает на сайте всю свою работу, всю свою информацию, да, по 6 критериям, например. Так, и еще хочется обратить внимание, что в справке необходимо указать прямую ссылку на материалы. Переходим к следующему документу. Да? Согласие на обработку персональных данных заполняется каждым участником по предложенной форме. Тоже мы смотрим приложение к положению. И подписывается участником. Хочу отметить, что все формы документов размещены на сайте Коми Республиканского института развития образования и на сайте профессиональных конкурсов.
Прием работ завершается 27 мая в 16 часов. И еще обратим внимание на документ, самый главный, наверное, в нашей работе, информация о профессиональных достижениях учителя. Информация о профессиональных достижениях учителя должна быть структурирована строго в соответствии с условиями конкурса, заверена руководителем образовательной организации. Информация должна быть представлена и на бумажном, и на электронном носителе. Технические требования к оформлению информации указаны в положении в пункте 10. Страницы информации должны быть пронумерованы. Документы. В информации о профессиональных достижениях указываются ссылки на подтверждающие документы. Все подтверждающие документы должны быть представлены обязательно на электронном носителе в соответствии с условиями, указанными в пункте 5.1 настоящего положения. То есть если у нас 6 условий, то должно быть сформировано 6 папок с подтверждающими документами. И следует отметить то, что по итогам конкурса 2018 года данные об участниках, о победителях, были внесены в единую информационную систему Министерства образования и науки Российской Федерации. И все подтверждающие документы были загружены в эту систему. А сейчас я слово передаю Торлпо Наталье Геннадьевне. Она остановится на условиях участия в конкурсе. Добрый день, коллеги. Я продолжаю наш вебинар, и моя задача познакомить вас с 6 условиями участия в конкурсе. Надо сказать, что в связи с постановлением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года номер 1739 о мерах по реализации указа президента Российской Федерации 28 ноября 2018 года номер 679 о премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности и признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года номер 606 установлено 6 условий участия в конкурсе. По каждому из условий участия в конкурсной комиссии устанавливается максимальный балл. Следует на это обратить внимание, потому что в прошлом году мы еще как эксперты рассматривали 7 условий, в этом году 6 условий. Поэтому, как сказала Лена Александровна, в вашем документе должно представлено быть 6 условий участия в конкурсе. Здесь на данном слайде представлены 3 условия. Это наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету и имеющий положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе. Второе условие – это высокие с позитивной динамикой за последние 3 года результаты учебных достижений обучающих, которые обучаются учителя. Третье условие – высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который преподает учитель. И на следующем слайде мы увидим еще 3 основных условия. Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся. Я не буду сейчас уточнять, они здесь все представлены, эти категории. 5-е условие – обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения. И последний – непрерывность профессионального развития учителя. Моя задача – прокомментировать все 6 условий с учетом отбора ваших материалов, чтобы вы могли проверить качество своих документов как раз с уточнением как раз вот нынешних требований и правил организации конкурса. Итак, наличие учителя собственной методической разработки. Здесь представлено 3 позиции. Это первая позиция – системность методической разработки, методическая разработка к уроку, к нескольким урокам темы, к теме курса и курсу.
Второй компонент – соответствие содержания методической разработки в ГОСу в части достижения планируемых результатов. И 1.3 – результаты апробации методической разработки на школьном уровне, на муниципальном уровне, на региональном и на российском уровне. Следует отметить, что разработка должна быть в условиях представлена методическая разработка, которая апробирована и получила по итогам апробации положительное заключение в профессиональном сообществе. Она должна быть вот за последние 5 лет. При ее описании в аналитической справке необходимо обязательно указывать основные концептуальные компоненты этой методической разработки, а это именно актуальность, ее системность, технологичность, соответствие содержания виду методической разработки. То есть методическая разработка может быть это и сценарные части, это и проекты могут быть, реализация проектов. То есть в данном случае методическая разработка имеет широкий диапазон представленности, и он не ограничивается только уроками. То есть возможность гораздо шире себя показать как разработчик и как автор своей педагогической концепции. По предыдущим годам бывало так, что в аналитической справке информация была представлена, но почему-то заявитель саму разработку не представлял. То есть важно, чтобы обязательно в приложении был представлен документ методической разработки, то есть такой, какой он был представлен педагогическому сообществу, то есть который рассматривали в контексте лицензирования, оценки и так далее, то есть при наличии всех обязательных компонентов к этой методической разработке. Сама разработка должна иметь педагогические отзывы, оценки на уровне как образовательной организации, так и муниципального организации, возможны отзывы на уровне региональном и, возможно, отзыв на российском уровне. Что это может быть? Это может быть рецензия, это может быть отзыв и это может быть комментарий. Естественно, если представлена рецензия, то человек, подписавший эту рецензию, должен быть в рецензии определен, в какой степени он относится к педагогическому сообществу. То есть его статусность должна обязательно быть представлена. Тоже касается к отзыву, но комментарии, возможно, комментарии могут быть в обсуждении в интернет-сайтах, и они могут как раз быть не обязательно подтверждены официально, там, печати и подписи, но тем не менее скриншоты, где, собственно, представлен этот комментарий и уровень этого комментария, положительная его оценка должны быть видимы эксперту, и он должен четко знать, что обсуждение методической разработки происходило на различных уровнях, в общем-то, его и апробации, и, собственно, представления. Размещаются методические разработки, значит, в данном случае для подтверждения положительной оценки, оно предлагается в приложении, значит, размещаются отзывы, сертификаты, справки, подтверждающие факт апробации, различные диагностические материалы. И обращаю внимание на то, что все приложения, которые вы представляете в рамках вашей методической разработки, они должны иметь ссылки в тексте аналитической справки. То есть на ссылки обращаем внимание, потому что эксперт, просматривая ваш документ, он обязательно обращается к системе конкретного документа, чтобы ему была облегчена работа в оценке ваших материалов. И если ссылки некорректны, то и проверка затрудняется. И, собственно, оценка в этом плане этого материала, она просто будет у вас представлена гораздо хуже. Здесь, если вы посмотрите, есть представлен один бонусный балл за разработку
имеющей статус авторской. Ну, в нашем случае в Республике Коми существует у нас Республиканская экспертная комиссия, она рассматривает очень многие методические разработки на авторское право, и поэтому в рамках авторского должно быть ну, хотя бы копия приказа о том, что ваша работа проходила экспертный совет, и в рамках экспертного совета она получила право на авторскую разработку. Ну, есть еще и другие научного плана с подтверждения авторства, но я думаю, что для наших учителей республики подтверждение Республиканским экспертным советом – это очень высокий статус авторских разработок, поэтому этот бонусный балл, он, собственно, в любом случае будет начислен, если будет, собственно, иметься этот приказ, это копия этого приказа подтвержденная. Следующее условие – это высокие результаты учебных достижений. Должна еще раз немножко вернуться, то есть мы когда рассматриваем условия как эксперты, каждое условие имеет максимальный балл. То есть если мы рассматривали предыдущие условия, то по каждому компоненту, там пунктам 1.1, 1.2, 1.3, у нас есть, в общем-то, стоимость этого балла, который эксперт, собственно, имеет право оценить. Есть максимальная позиция, есть минимальная позиция. И от эксперта зависит, какую он позицию для себя выставит в рамках рассмотрения документов. В этом плане всегда есть у нас как бы предел, то есть предел низкий и предел высокий, в котором мы, в общем-то, даем оценку этому материалу. И в любом случае все представленные компоненты дают возможность нам поставить максимальный балл, 10 баллов. То, что касается, собственно, и других условий. Поэтому, бонусный балл он начисляется сверх этих, в общем-то, 10 основных баллов. Условия высокие с позитивной динамикой за последние 3 года, результаты учебных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя. Максимальный балл 10. Здесь тоже есть 3 позиции оценки. Они позитивная динамика уровня успеваемости учащихся последние 3 года. Позитивная динамика качества знаний всех учащихся за последние 3 года. И результативность участия учащихся в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников и других очных некоммерческих олимпиадах. Что здесь следует, на что здесь следует обратить внимание? Оценивается именно динамика, то есть прирост учебных достижений тех учащихся, с которыми в последние 3 года работал учитель. Вполне возможны ситуации, когда абсолютные итоговые показатели учащихся в рамках вашего анализа оказываются невысоки. Но если эти показатели по сравнению со стартовыми результатами оказались выше, то в данном случае очевидно, собственно, очевиден прогресс качества и роста знаний, поэтому любой эксперт, увидя в анализе и в диаграммах вот систему этого роста, он, собственно, может поставить максимально высокий балл. В показателе 2.2 позитивная динамика качества знаний рекомендуется, мы здесь оцениваем не столько количественные данные и факты наличия документов, подтверждающих позитивную динамику качества знаний учащихся за последние 3 года, но на первое место выходит, скорее всего, анализ факторов и условий, позволяющих учителю достигать указанных результатов педагогической деятельности. То есть анализ, когда вы рассматриваете высокие результаты, для эксперта важен ваш собственный анализ, то есть те условия, которые вы создаете, и как эти условия влияют на качество измененных знаний учащихся. Поэтому анализ первичен, а подтверждающие изобразительные компоненты в виде диаграмм, таблиц, условий, они всегда вторичны. Поэтому ваша задача – никогда не ставьте в позицию диаграмму в
вперед анализу. То есть обязательно должно быть сначала аналитическое понимание, а диаграммы, они являются как бы иллюстрированием, иллюстрацией того, что ваши цели, задачи и ваши условия, они соответствуют тому росту, тому позитивному росту качества знаний учащихся, которые вы запланировали и которых вы достигли. То есть, когда вы предлагаете чисто диаграммы, они не всегда в оценке эксперта понятны без анализа, потому что, когда мы смотрим диаграммы, там они достаточно простые, и, собственно, результативность, она у всех смотрится на очень высоком уровне. Но когда оценивается работа, когда мы рассматриваем диаграмму в контексте анализа, то диаграмма приобретает совершенно другой, в общем-то, вес и его качество. И, естественно, тот балл, который мы можем поставить в рамках вот пункта 2.2, он может оказаться гораздо, то есть на соответственно высоком уровне. То есть там максимальный какой-то балл дается, и мы его можем поставить. То есть эксперт, чем, в общем-то, и сложна работа эксперта, потому что он должен объективно оценить, собственно, и ваши отношения к построению учебного процесса, создание вами условий для повышения качества и уровня успеваемости, и оценку этих условий с вашей точки зрения, потому что ее может оценить и кто-то другой, но нас интересует именно ваша личная позиция в этом отношении. Динамику уровня успеваемости иллюстрируют графики, диаграммы, но обязательно следует указать, в рамках каких мониторингов проводились, в общем-то, вот эти оценочные мероприятия. В качестве доказательств данного условия размещаются административные справки, ксерокопия результатов государственной итоговой аттестации, результаты ВПР, промежуточная аттестация и так далее. Кроме того, наглядно графики, таблицы могут показывать положительную динамику участников и количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников за последние 3 года. Но, к сожалению, всероссийские олимпиады, они не у всех учителей, собственно, есть предметные, которые не активно, не принимают участие в всероссийских олимпиадах. Я думаю, что в данной ситуации можно рассмотреть конкурсы высокого всероссийского федерального значения по своему предмету. То есть, если, допустим, по 21 предмету есть олимпиады, но есть предметы, в которых, собственно, олимпиады нет, значит, надо рассматривать высокие показатели олимпиад федерального значения, где дети ваши могли бы принять участие, и принимали участие, и получали какие-то положительные результаты. Какие-то могут быть, Елена Александровна, наверное, есть какие-то предметы, которые, в общем-то, не участвуют в олимпиадах. У нас вот мое изобразительное искусство, так у нас нету, к сожалению, олимпиад. У нас есть мировая художественная культура, это не одно и то же. Да, поэтому, конечно, есть смысл рассмотреть другие варианты вот этих олимпиадных движений. Следующие условия – высокие результаты внеурочной деятельности. Собственно, это условие, оно не меняется с предыдущего года, оно остается таким, какое оно было. Максимальный балл 10, введение учителем на протяжении ряда лет кружков, секций, факультативов, популярных среди учащихся по учебному предмету. Вот в данном случае мы все-таки должны рассмотреть системность работы. То есть это условие, он рассматривает системность работы учителя в рамках внеурочной деятельности. А системность, она предполагает наличие определенных системных документов, которые регламентируют работу учителя в этом направлении. И одним из регламентирующих документов является, собственно, программа внеурочной деятельности. Это самый системный документ, который рассматривает внеурочный материал.
Но это не значит, что только программа может быть представлена. То есть диапазон, есть предметы, которые могут быть не представлены программой, но все равно системная работа может быть отражена. То есть документ должен быть представлен таким образом, чтобы в нем все-таки было видно, что проводится ряд мероприятий, это не только кружков, секций, факультатив, но сама работа учителя, она имеет некую систему в рамках внеурочной. Возможно, это участие в школьных мероприятиях, муниципальных мероприятиях и активная работа в рамках этих мероприятий. Но то, что она на протяжении нескольких лет сохраняет свою активность, популярность и регулярность, это тоже таким образом оценивается. Поэтому, когда вы рассматриваете этот критерий, мы в первую очередь, как эксперты, естественно, рассматриваем программное содержание, в первую очередь. Но если у вас есть план, но который сопровождается ежегодным подтверждением, собственно, этих вариантов и есть результаты, то он тоже может быть рассмотрен быть достаточно положительно. Что должно быть, значит, по этому критерию, что очень важно, тоже, как и с первым условием, если вы говорите, что у вас есть программа, то программу эксперт должен увидеть. Если в распечатанном варианте, да, то есть Елена Александровна уже говорила, что вы должны представить два варианта вашего документа достижения. То есть у вас должен быть распечатанный вариант и электронный документ. Электронный вариант, то в распечатанном варианте можно предоставить только титульный лист ваших программ, но в электронном виде максимальное наполнение документами, причем с подтверждениями, что эта программа принята на уровне образовательной организации, потому что случается так, что программа предоставлена, но то, что она принята учебно-методическим советом школы или педсоветом школы к реализации, чаще всего отсутствует. Поэтому вот что в печатном, что в электронном варианте, это должно быть идентично. То есть мы должны увидеть и в распечатанном варианте, что у вас титульный лист имеет все подтверждения реализации, то же самое должно быть в электронном виде. Это очень тонкий вопрос, потому что всегда возникает у эксперта вопрос, а вот программа есть, а вот этих подтверждений, что он рабочий документ, что он принят к реализации на уровне школы, чаще всего не бывает. И тогда мы думаем о том, что соответствует ли, в общем-то, эта программа той работе учителя, которую он заявляет. Поэтому будьте очень внимательны к тому, чтобы как вы будете собирать свой документ. То есть, что вы внесете в систему распечатанной части вашего портфолио, как мы будем проще, наверное, сказать, вашего портфолио, и тут электронную часть портфолио, она должна быть очень наполнена, и она должна иметь максимальное количество подтверждающих документов, причем подтверждающих именно в рамках и методических советов, и педсоветов, и профессиональных сообществ, потому что ценность как раз идет, что это абсолютно принятый в рамках работы документ, с которым учитель работает. Значит, что еще можно сказать? Значит, подтверждаю еще раз, программы кружков, секций, школьных клубов, участие в конференциях, участие в различного рода мероприятиях конференциального характера, участие учащихся в различных мероприятиях конкурсного и конференциального характера должно иметь подтверждение, что либо приказом организации, что принимали участие, либо сертификатами участия, либо печатными материалами. То есть бывает, что многие конференции ученического характера, они тоже имеют печатные источники, то есть каталоги, имеют печатные сборники, и если вы предоставляете этот материал, это только повышает качество ваших представленных материалов.
Результаты внеурочной деятельности учащихся по учебному предмету, участие в конференциях, конкурсах, собственно, я прокомментировала. Ну и положительная за 3 года динамика количества учащихся, участвующих в внеурочных мероприятиях. Собственно, это аналитическая работа. Вот я на что обращаю внимание, когда просматриваю эту таблицу. То есть, насколько вы сами понимаете рост участия ваших учащихся в различных видах мероприятий. Вообще рекомендовано, что ваш ученик должен прошагать все мероприятия, начиная от общеобразовательной организации, он должен с материалом где-то пройти экспертную оценку муниципального уровня, может быть, регионального, республиканского уровня. И очень хорошо, если вы не просто составляете таблицу с этими данными, а сами для себя оцениваете и качество внеурочных мероприятий, их уровень, то есть почему и кто у вас принимает участие в школьных мероприятиях, с какой задачей вы ставите задачу участия. То есть некая аналитика должна быть, не просто табличный состав, то есть вы составили, там, просчитали какое-то количество участников и думаете, что на этом будет достаточно, а именно оценка, потому что такая оценка позволит вам показать, что вы правильно выбираете мероприятие, в котором может принимать участие ваш ученик. Вы правильно оцениваете его рост в соответствии с участием в этих мероприятиях, качество его подготовки с учетом выбора этого мероприятия. То есть это же не просто вот формальная такая таблица, а это, скорее всего, определяет возможности вашей оценки детей с их возможностями и эти возможности, насколько они выходят на общеобразовательный, республиканский, муниципальный уровень и так далее. То есть обязательно на это следует обратить внимание. Конечно, формально количество участия – это хорошо, процентное соотношение – это хорошо, но без аналитики, собственно, этот материал не будет иметь высокую оценку. То есть на это обратите внимание. В показателе 3,2, еще раз мы возвращаемся, рекомендуется обращать внимание на разнообразие творческих работ учащихся, проектов, исследований и так далее. То есть и, соответственно, и разнообразие конференций. Я не думаю, что нужно максимальное количество их показывать. Вот, а то, что я сейчас проговорила до этой фразы, а как раз о статусности, о выборе статусности этих мероприятий, о последовательности участия в рамках этих мероприятий. То есть вот это разнообразие, оно очень важно, оно очень объективно оценивается экспертами. Что еще хочется сказать? Вот когда мы говорили о двух документах, распечатанном и электронном, то есть мы, в общем-то, ставим такую позицию, что в распечатанном варианте вы как бы делаете реферативное представление, ваше авторское реферативное представление тех документов, которые вы хотите показать эксперту. Но электронный документ, электронное портфолио должно содержать весь полный пакет тех подтверждающих документов, о которых вы заявляете в рамках аналитической справки. Да, то есть в распечатанном более реферативно, по вашему выбору, наиболее значимые, с определением анализа, но в электронном все равно подтверждение должно быть полным. И тогда эксперт, если у него возникает какой-то для него сложный вопрос в оценке, он всегда заглянет в электронное портфолио и проверит именно статусность и качество представленных вами документов. То же самое по поводу программ. Очень высокий статус ваших программ по внеурочке будет иметь в том случае, если имеется, в общем-то, приказ Республиканского экспертного совета, что программа рассмотрена, оценена. И очень даже неплохо, если ваши программы принимали участие в республиканских конкурсах
профессиональных конкурсах, имеет, собственно, оценку профессионального сообщества. У нас такие конкурсы проводятся в республике регулярно, и поэтому, если ваша программа уже имела таковую оценку, то есть смысл ее обязательно представить, то есть или сертификат, или, в общем-то, диплом, или победа этой программы, и она тоже будет говорить о том, что программа, она рабочая, она имеет место быть, и она постоянно развивается. Это тоже очень хороший показатель вашей работы. Следующее. Подтверждающий документ по показателю 3.4. Копии приказов о награждении, копии дипломов, грамот, благодарственных писем и прочее. Вот здесь есть смысл как раз рассмотреть, что все эти показатели оцениваются на всех уровнях. То есть, если есть участие муниципальных, обязательно мы должны увидеть и муниципальное участие, обязательно должно быть и региональное участие, обязательно должно быть федеральное участие. Ну, очень редко бывает международное участие, но тем не менее международное участие может быть. На что бы я здесь обратила внимание? О том, что некоторые сайты у нас имеют международный статус, такой достаточно условный международный. Эксперт обязательно посмотрит на качество участия в неурочной деятельности именно международного, потому что чаще всего региональное участие иногда бывает выше и качественнее, чем участие международного, потому что высокие уровни международного – это только очное участие. Только очное участие без определенных оплат может иметь высокий статус заявленного высокого достижения. Вот, пожалуйста, обязательно рассматривайте, как будет эксперт рассматривать позицию, потому что бывает, что республиканское подтверждение высокого результата бывает по качеству выше, чем международное. Да? То есть международное может оказаться на уровне, в общем-то, как у нас существуют сейчас интернет-сайты и различные конкурсы, оно может оказаться по качеству и по содержанию на уровне общеобразовательной организации. Поэтому эксперт в первую очередь смотрит на участие на республиканском и, в общем-то, федеральный уровень тоже в такой же позиции рассматривается, как в очного участия. Но есть, конечно, конкурсы и заочного участия очень высокого уровня, да, но там, собственно, и само положение, и сам этот конкурс, он на слуху, и он известен, и каждый эксперт, собственно, знает, что такой конкурс дает очень высокий результат его участия. Поэтому обязательно внимательнее подходите к представлению вот этого пункта 3.4 «Высокие достижения». То есть, соответственно, оценка эксперта все равно проверяется, то есть вот эти высокие достижения просматриваются практически все. То есть просматривается документ очень внимательно. То есть не пройдет такая ситуация, что я вот где-то вот там подкину, может, не заметит или еще что-нибудь. Такого не бывает. Эксперты очень внимательно просматривают все ваши документы, которые вы представляете. Поэтому и вы будьте внимательны, когда будете готовить свое портфолио. Так, создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся. Здесь следует сказать очень важный момент. То есть, если вы в условии 2 предоставляли организацию работы с одаренными детьми, то в условии 4 ваша задача показать другие, то есть организацию работы с другими категориями обучающихся. То есть, ну, так как получается у нас обычно, что мы с одаренными детьми как раз и работаем, то есть бывает программа одаренных детей в рамках внеурочной деятельности, поэтому будьте очень внимательны. Если у вас в рамках внеурочной деятельности где-то проскальзывает категория одаренных детей, то вы не имеете права рассматривать это условие с этими же детьми. То есть они должны быть именно уже другой категории. То есть это дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Максимальный балл здесь идет не 10, а 7 баллов. Рассматривается
два показателя. Это показатель создания организационно-методических условий для адресной работы. Обратите внимание, бонусный балл за разработку, реализацию индивидуальных образовательных маршрутов. И анализ реализации представленного в пункте 4.1. Вот опять же здесь следует обратить внимание на системность, потому что бывает, что такая работа проводится с одним или с двумя ребенком практически, то есть может оказаться в работе, что он не все категории рассматривает, но есть один-два ребенка в классе, которые, собственно, соответствуют этим критериям. В этом случае существует как раз организация и разработка индивидуального образовательного маршрута. Это такая некая программа, то есть можно сказать, что это программа, это не план, это программа, которая позволяет работать с данным ребенком системно, последовательно. И когда мы видим такую программу, то, собственно, вопрос о условиях, а условия, они в программе все равно рассматриваются, то есть уже просто они снимаются, то есть вот не просто планирование должно быть, а все-таки продуманный документ. Может оказаться, что у вас группа адресной поддержки несколько детей, тогда в данном случае это приложение к программе предмета может быть. Такое есть, что если в классе есть дети с ограниченными возможностями здоровья, вам необходимо к основной образовательной программе сделать подпрограмму по работе с такими детьми. Была представлена с одаренными детьми в условиях 4, вы эту работу представлять не имеете права. На этот момент обратите внимание. Условие 5, оно немного поменялось. Собственно, наверное, оно поменялось в связи с обсуждениями этого условия, обсуждалось оно на уровне федерации. И если вы внимательно посмотрите, то обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, несколько видоизменен по предыдущим годам. Вот в пункте 5.1 продуктивное использование современных образовательных технологий. Здесь есть смысл рассмотреть показатели низкий, средний и высокий уровень. Вот низкий уровень представленности показателей, значит, вами представлена, указана одна деятельностная образовательная технология. Обосновано ее использование, отражена эффективность ее применения и представлен конспект урока, демонстрирующий грамотное понимание оказанной технологии. Средний уровень. Указана деятельностная образовательная технология, обоснована ее использование, отражена эффективность и ее применение, представлены конспект уроков не менее 2. То есть, смотрите, низкий уровень. Одна технология, один конспект. Средний уровень. Одна технология, 2-3 конспекта могут быть представлены по этой технологии. А высокий уровень представленности, когда указана не одна, а 2 технологии. Почему мы говорим? То есть сама технология, это целый комплекс мероприятий. И в прошлом году экспертам очень трудно было оценивать, в общем-то, этот компонент, связанный с тем, что очень трудно по одному конспекту определить владение этой технологией. То есть владение технологией всегда определяется в системе нескольких уроков, когда мы из урока в урок особенности, элементы технологии, саму технологию применяем разнообразно, разнопланово. И тогда понятно, что претендент, он владеет этой образовательной технологией. Поэтому здесь следует обратить внимание именно даже не столько описание технологий, потому что технологий не так много, и, собственно, все эксперты, большинство экспертов, по крайней мере, знакомы с этими технологиями, сколько необходимо показать ее применение в конспектах уроков.
То есть конспекты урока. Обратите внимание на качество ваших конспектов. То есть вы должны обязательно в базовой шапке описания конспекта указать, какая технология, в каких условиях и в каком контексте программы она используется. То есть какая связь этой технологии с вашей программой предмета. То есть вы обязательно должны найти элементарную связь между вашей программой образовательной, которую вы реализуете, и используемой технологией. То есть в каком контексте программы вы эту технологию используете. Ну и обратите внимание, что в пункте 5.1, скорее всего, использование технологии, информационно-компьютерной технологии не рассматривается, она выделена в отдельную технологию. То есть в первые две, возможно, любые другие технологии, но использование ИКТ идет совершенно, в общем-то, отдельно. То есть каждый педагог должен владеть и технологией, информационно-компьютерной технологией в образовательном процессе. Поэтому сегодня в оценке деятельности учителя использование ИКТ уходит в отдельную область. Она тоже определяется низким, средним и высоким уровнем представленности. И тоже хочется прокомментировать, потому что низкий уровень представленности показателя – это чаще всего просто использование презентаций, видео, аудиозаписей. То есть не разработки, вы можете использовать готовые материалы, но просто вы можете использовать презентации, которые рекомендуются учебниками, вы можете использовать презентации, которые используются электронными российскими федеральными ресурсами, но они не являются вашими личными разработками. То есть они кем-то разработаны, кем-то, в общем-то, сделаны, а вы их просто активно внедряете в систему вашего преподавания вашего предмета. А средний уровень представленности показателя, здесь то, что относится к к низкому уровню, то есть вы их используете, но в то же время вы еще и разрабатываете эти электронные ресурсы. То есть используйте ресурсы для интерактивного оборудования, интерактивная доска, документ-камера, интерактивные системы голосования, опроса и так далее. То есть средний уровень представленности – это более высокий уровень использования информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе. И в третьем дополняется еще тем, что у вас сама программа, она, собственно, осуществляет еще и контрольно-оценочную деятельность, то есть в рамках предмета вы еще осуществляете контроль при помощи информационно-компьютерных технологий. И таким образом, собственно, все три уровня, они как бы вот по нарастающей, то есть от простого пользователя условно к разработчику рассматривается, и поэтому высший балл используется за как бы более творческое применение и желание разрабатывать, пусть немного, но именно авторских электронных материалов. Обращаем здесь внимание, потому что под звездочкой написано ИКТ, то, что я уже прокомментировала, и еще раз скажу. То есть в рамках пункта 5.1 ИКТ не используется. То есть если вы в продуктивное использование современных образований вписываете ИКТ, то она просто у вас не будет учитываться и засчитываться, да, потому что пункт 5.2 он рассматривает использование ИКТ. И реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий. Собственно, некий новый уровень, в общем-то, оценки знаний. Связан он с тем, что здесь, опять же, у нас используются дистанционные технологии. Организация – это и электронное, и ГИС электронное образование. В среднем уровне представленности показателей использования программы Skype, видеоконференций, организация вебинаров, онлайн-тренингов. То есть это технология, которая, собственно, определяет сегодня инновационную составляющую любого образовательного процесса, потому что на сегодняшний день очень часто нам приходится выходить в широкое интернет-пространство, и
не ограничивать преподавание своей дисциплины, своего предмета только в уровне класса, на уровне школы, но иногда приходится использовать в более широком пространстве как бы преподавания. Такие прецеденты есть, и у вас есть такой прецедент, нужно обязательно его демонстрировать. Это возможно, что и организация своего персонального сайта с вашими программами. Вот тут как раз мы возвращаемся к понятию персонального сайта. То есть персональный сайт – это сайт, в котором представлена программа вашего преподавания, то есть разработаны темы, задания, у вас есть контрольно-оценочные средства, представленные в рамках интернета. То есть не сайт, который позиционирует о ваших таких достижениях, где вы только представляете свои свидетельства, сертификации, а именно образовательные сайты, где мы видим, что у вас идет обратная связь с учеником, что у вас есть лекционно-практические курсы разработаны, что у вас есть контрольно-оценивающие материалы, которые дистанционно может проверить сам обучающийся и так далее. То есть это система электронных курсов. По сути дела, это система электронных курсов. Если вы можете сказать, что мы сейчас этим не владеем, но на сегодняшний день учитель должен это уметь делать. Поэтому какие-то пробы пера и использование технологий вы можете показать. Даже если вы где-то в методических мероприятиях вы это показываете, это тоже будет являться, собственно, то есть не просто обучаете своих учащихся, но, возможно, таким образом взаимодействуете со своими коллегами. Это будет, в общем-то, способ демонстрации, что веб-технологиями вы владеете и можете показать, что взаимодействие с вашими коллегами происходит именно в интернет-пространстве, в котором вы и обучаете, и консультируете, и рекламируете, и показываете свои технологии. То есть вот, собственно, вот это высокий уровень представленности показателя. Ну и, наверное, почти не изменившееся условие номер 6 – это непрерывность профессионального развития учителя. Максимальный балл 10. Он рассматривается по 4 пунктам. Это своевременное повышение квалификации в течение 3-5 лет. Ну, один из фактов нашего профессиональной оценки – это повышение квалификации, которое мы должны проходить не реже, чем 1 раз в 3 года. Поэтому в данном случае здесь обязательно нужно показывать ваши сертификаты, показания ваших удостоверений, то есть копии сертификатов удостоверений тех курсов, которые вы прошли за последние 5 лет. Обратите внимание, за последние 3-5 лет по степени заявления. То есть это не должны быть курсы, которые, если у нас идет сейчас 2019 год, то курсы, которые проходят в 2014 году, здесь уже не подходят. Обратите внимание на даты. Да, то есть последнее повышение квалификации. Так как повышение квалификации сейчас приобретает абсолютно разные формы, иногда бывает, что курс вы прошли один, а в рамках сертификатов, то есть в участии в вебинарах различных, может оказаться, что короткие семинары, короткие вебинары, короткие курсы, если они системно в рамках темы, в рамках какой-то одной темы проходятся регулярно, и они планируются по изучению технологий, по изучению каких-то направлений деятельности образовательной. То есть если это системная работа, это очень высокий балл. То есть она должна быть распланирована. Не просто абстрактно представлен документ, что вот я прошел этот документ, а что вы ее выстраиваете, что вы выстраиваете обучение.
И ваши сертификаты, даже если они по количеству часов окажутся, допустим, 6-часовыми или 4-часовыми, но если они рассматриваются в контексте какой-то одной тематики, это очень высокий показатель. То есть не надо обязательно, чтобы было 2 удостоверения, достаточно одно удостоверение, и вот этот пакет сертификатов, вебинаров в одной тематике, который говорит о том, что вы работаете над какой-то одной темой и выбираете эти семинары, вебинары именно в этом контексте. Это такой важный компонент планирования своего роста, планирования своего развития, что эксперт в первую очередь и оценивает. Обобщение педагогического опыта в форме публикаций в течение последних 3-5 лет. Не менее 2 публикаций на каждом из уровней. Ну, уровней у нас несколько. У нас есть уровень образовательной организации, у нас есть уровень муниципальный, есть уровень республиканский, есть уровень федеральный. Вот опять же здесь следует вернуться к условию 2, где я говорила о конкурсах для обучающихся. То есть, пожалуйста, обращайте внимание, на каких сайтах, на каких мероприятиях вы публикуете свой материал и качество этой публикации. Потому что есть публикации, которые, в общем-то, не стоят, то есть такие, мы их называем копеечные публикации, когда вы их публикуете на первый взгляд, международных сайтах, но ее содержание не прошло внутренние и внешние экспертные оценки. То есть качеству этой публикации грош цена. А вот если ваш материал прошел экспертную оценку на общеобразовательной организации каким-то образом, прошел экспертную оценку на муниципальном уровне, и он же материал был оценен и проведена экспертиза на уровне республики и федерации, да, вот к таким материалам-то и идет высокая оценка. То есть не стремитесь в публикацию показать разнообразие, покажите, что даже одна публикация, ну, с видоизменением, с дополнениями, с изменением прошла несколько экспертных оценок. И вот таких публикаций должно быть как минимум 2. Да? Высокий уровень публикаций – это, конечно, участие в конференциях, международных конференциях, всероссийских конференциях, где ваш материал выходит за пределы доклада, а становится полноценной статьей, полноценным материалом, который транслируется не только устно, но и печатно. Это очень высокий уровень, поэтому обязательно смотрите качество. Здесь мы рассматриваем исходные материалы, то есть где опубликован, на каком уровне опубликован. И это рассматривается в подтверждающих документах, это титульные листы сборников, где копии содержания этих сборников, где ваша статья представлена, фамилия, имя и название статьи, количество страниц здесь указано. Поэтому пункт 6.2 – это публикация, это печатный документ. Естественно, если он печатный документ, даже если он напечатан в электронном виде, к нему предъявляются все те же требования, как и к другим печатным документам. Поэтому это, с одной стороны, это сложно, но здесь и не требуется, чтобы вы гнались за количеством. То есть достаточно качественная подача вашей публикации на педагогическое, то есть представление экспертному сообществу, педагогическому сообществу, вот это именно качественная подача. Она и оценивается экспертом высоко. Участие в обучающих и научно-практических семинарах, курсах, тренингах, конференциях в течение 3-5 лет. Вот здесь пунктик, который, я думаю, что надо рассматривать не только как участие, а скорее всего, как вы активный разработчик этих семинаров, курсов и тренингов. То есть не просто принимаете участие как пассивный слушатель, сколько вы здесь являетесь разработчиком этих научно-практических семинаров, курсов и являетесь преподавателем для своих коллег. Поэтому вот в этом случае здесь, конечно, и доклады важно имеет значение, и разработанные курсы, и частота, то есть как часто вы проводите такую работу,
насколько часто вы проводите работу на уровне организации образовательной, насколько часто вы выходите на муниципальный и федеральный, республиканско-федеральный уровень вот именно этого участия. Подтверждается это все сертификатами, подтверждается это дипломами, подтверждается это публикациями, подтверждается это отзывами, подтверждается это программами конференций, подтверждается это различными, ну, в общем-то, документально здесь подтвердить легко, и скриншоты конференции, если это электронная конференция, тоже можно скриншотами подтвердить, что у вас такая публикация была. Поэтому это, собственно, любой документ, где видно, что вы прошли через сито экспертных советов, это очень высокий уровень. Надо сказать, что в пункте 6.1 добавляется один бонусный балл за обучение в аспирантуре или в докторантуре. Ну, не так часто это бывает, но я не думаю, что нет у нас таких учителей, которые, собственно, не повышают свой профессиональный уровень обучением, и особенно не поступают в аспирантуру или в докторантуру. Поэтому, если таковое и есть подтверждающие документы обучения, то добавляется один бонусный балл. Есть еще один по пункту 6.2 по поводу публикации. Если публикация представлена в первом условии, мы говорим о методическом материале, который является первым условием данного портфолио, то за повторение вот этого пункта 6.2 оно не подтверждает. То есть там идет методический материал отдельно, а педагогические публикации будут новые, другие, отличные, или в контексте вашего методического материала может быть публикация. То есть где-то вы позиционировали, раскрывали особенности, реферировали какой-то ваш материал, но не сам этот документ. Да? То есть сам документ, он идет отдельным материалом, поэтому если вы дублируете пункт условие 2 с условием с показателем 6.2, возможно, что баллы могут оказаться нулевыми. Вот поэтому на это обратите внимание. Так, вот как раз по пункту 6.3 я прокомментировала, то есть что здесь идет не просто формальное участие, а именно активное участие и в разработке, то есть в качестве преподавателя, в качестве ведущего, в качестве руководителя. И здесь определяется по количеству участия, да, то есть 1-2 участия, 1 балл будет идти, а в 3 и более методических мероприятиях вы можете получить, собственно, высокий максимальный балл за оценку. Участие в муниципальных, региональных, федеральных, профессиональных конкурсах. Здесь нужно как бы очень внимательно посмотреть, потому что вариантов участия в конкурсах здесь дается у нас достаточно много, так как этот показатель уже не 1 год опробирован. Обязательно посмотрите участие в очных и в заочных профессиональных конкурсах. Участие чаще всего, иногда бывает участие в республиканских профессиональных конкурсах, оказаться выше, чем участие в федеральных конкурсах. То есть лучше, может быть, представить материал регионального участия, чем рваться за таким невысокого качества федеральным участием. То есть вы получите гораздо больше баллов, если вы продемонстрируете возможность участия в республиканских конкурсах. Обязательно рассматривается уровень очных и заочных конкурсов. И, собственно, здесь рассматривается оценка, то есть по количеству ваших участий. Да. Есть высокого уровня заочные конкурсы, в самом деле очень высокого уровня заочные конкурсы, в которых требуется демонстрировать все свое профессиональное мастерство. Поэтому эксперт обязательно будет смотреть на основные показатели. Просто участие, просто предоставленные вами документы участия, или все-таки представлен диплом призера в этом конкурсе. То есть обязательно есть смысл рассмотреть аналитически, что вам дало участие в рамках этого конкурса. Чаще всего аналитики нет.
вы предоставляете сертификат или диплом участника, а какой результат это участие дал вам в рамке вашего личностного развития, он не указывается. То есть вы для себя не позиционируете, что дал вам этот конкурс, что изменилось в вашей работе, какой вы опыт наработали, что вам дало участие в этом конкурсе. То есть обратите внимание, потому что в показателях есть не просто предоставлены дипломы призера конкурса, а представлены диплом призера конкурса и аргументированное описание результата в рамках участия этого конкурса. То есть скажите, наверное, аргументированное описание наверняка вам даст более высокий балл, чем просто предоставление сертификата. Вот и, собственно, наверное, все. Да, то есть я основные показатели рассмотрела. Если есть какие-то вопросы по комментариям. Работа пишется от первого лица или от третьего. Но вообще в любых документах научного характера мы всегда пишем от третьего лица, потому что мы не являемся, слово «я» не присутствует, мы всегда пишем, то есть автор, то есть мы чаще всего пишем от автора этого документа. Это будет грамотно. Еще есть вопросы? Все? Так, контактная информация организатора. Ну, собственно, наш вебинар, он подходит к концу, и для того, чтобы, собственно, возникшие у вас вопросы, если они не возникли сегодня, а возникнут намного позднее, вы могли бы получить профессиональный ответ, вы можете обращаться к Лапшиной Елене Александровне, методисту Центра развития общего образования. Телефон 286 011, добавочный 331. Здесь дается электронная почта Елены Александровны. Можно обращаться с вопросами, собственно, напрямую по электронной почте. Конкурсные материалы принимаются в Коми Республиканском институте развития образования по адресу город Сыктывкар, улица Орджоникидзе, дом 23, аудитория 216, 16 мая 2019 года. И если вы помните, что у нас сроки ограничены до 27 мая до 16 часов, то есть более поздние материалы рассматриваться уже не будут. Поэтому, пожалуйста, учитывайте то время, которое время вы принесете. Тем более на просмотр, на техническую экспертизу документов уходит время не меньше часа для просмотра, поэтому постарайтесь заранее прийти. И в 4 часа это уже будет поздно, то есть максимальное время, когда вы можете прийти, это в 3, и до 4 часов эксперты, мы проведем техническую экспертизу и, собственно, дадим регистрационный номер для вашего портфолио. Вот на это тоже следует обратить внимание. Время принесения ваших документов. Я с вами прощаюсь. Я думаю, что мы сегодня достаточно полно вам объяснили данный конкурс. Мы желаем вам успеха, мы желаем вам качественного представления ваших портфолио и надеемся, что участие в этом конкурсе даст вам большие личные и профессиональные результаты в росте, профессиональном росте и, собственно, и материальном росте, который он рассматривает. До свидания. Спасибо за внимание.